Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. В Цхинвале дан старт обучающей программе, направленной на оказание помощи в разработке грантовых заявок для президентского фонда культурных инициатив России. Строители приступили к облагораживанию Дома культуры в селе Урчуса Лениногорского района. Объект является неотъемлемой частью культурной жизни местного населения. Возвратились на родину с медалью. Югостинская команда завоевала бронзу на международной зорнице. В столице стартовала образовательная программа по подготовке грантовых проектов президентского фонда культурных инициатив России. Программа включает серию семинаров, рассчитанных на несколько дней, и направлена на повышение компетенций участников в области разработки и подачи грантовых заявок. В Цхинвале дан старт обучающей программе, направленной на оказание помощи в разработке грантовых заявок для президентского фонда культурных инициатив Российской Федерации. По словам первого заместителя руководителя администрации президента республики Галана Тибилова, программа в первую очередь открывает перед инициативными жителями республики новые перспективы. Возможным становится воплощение в жизнь их культурных замыслов. Этого дня мы ждали 35 лет. 35 лет у нас не было грантовых конкурсов, грантовой поддержки. И сегодня для активных людей, для тех людей, которые хотят сделать что-то свое, реализовать свой проект, появилась такая возможность. Сфера культуры – большая сфера. Есть у нас потрясающие художники, потрясающие коллективы. Это и синт, и театр, молодые коллективы, юные коллективы. Я думаю, все у нас получится. Тибилов выразил благодарность руководству России и лично первому заместителю руководителя администрации президента Российской Федерации Сергею Кириенко за гуманитарное сотрудничество и поддержку в реализации масштабных проектов в Южной Осетии. Прошли встречи президента. И после этого у нас началось вот это гуманитарное сотрудничество. И огромное спасибо хочу сказать всему коллективу Фонда культурных инициатив. На самом деле сегодня приехали лучшие тренера, лучшие спикеры, чтобы просто научить вас писать гранты. Это очень важно. Каждый из вас может реализовать свой проект, а может быть даже свою мечту. Министр культуры республики Рада Дзагоева обратилась ко всем участникам с призывом проявить себя. Мы хотим, чтобы хорошие идеи не оставались на бумаге, а получили шанс на реализацию, подчеркнула министр. Сегодняшний день у нас есть уже значительные показатели в деле таких проектов. Очень многие наши сограждане фактически на голом энтузиазме уже продемонстрировали определенные результаты. Это и дом-музей Бориса Галати, это и одна деревня, вот Юра Медеев здесь сидит, Борджинис, это и арт-пространство «Южный портал», который создал Костачиот. Это и вот Мурат Плиев со своими коллегами здесь присутствует. Они организовали фактически на голом энтузиазме великолепный джаз-бенд. И много-много, вот Нарик Николаев здесь сидит. Прекрасные, впечатляющие результаты у этих людей уже без, повторюсь, соответствующей поддержки. Сейчас вот появилась эта возможность получить какую-то поддержку для развития своего дела. Поэтому желаю всем нам удачи. Участники, активисты, предприниматели, представители сферы культуры. Эксперты сегодня делились секретами создания убедительных заявок. От формулировки до расчета бюджета и оценки эффективности. Генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов объявил о начале заявочной кампании. Стартует она 15 октября. Какие мы вообще проекты поддерживаем? Это вот типы проектов из нашего положения. Межотраслевые, сетевые, культурные и кросс-культурные проекты. Кросс-культурные проекты – это вообще к вам. Это те самые проекты, которые основаны на традиции. Практически все, кроме капитального строительства.
Карманов также представил аудитории примеры успешно реализованных проектов, которые могут служить образцом и вдохновением для создания новых инициатив в республике. Рассмотрение заявок будет осуществляться независимыми экспертами в области культуры. В заявке нужно описать вообще все по возможности, то есть в нюансах. Уникальность – это один из самых сложных вообще пунктов заявки – уникальность. Соответственно, уникальную идею придумать сложнее. Качество проекта имеет огромное значение в данном случае. Мы поддерживаем все качественные проекты. То есть, если вы сможете добиться от него высокого качества, то вы с высочайшей вероятностью будете поддерживать. Денег нужно запрашивать ровно столько, чтобы их хватило на качественную реализацию вашего проекта. Если это 500 тысяч, значит 500. Если это 7 миллионов, значит 7. За маленькие деньги качественно не сделаешь. Подать заявку могут некоммерческие и коммерческие организации, муниципальные учреждения, а также индивидуальные предприниматели. Одной из самых важных частей этой заявки является календарный план. Ну, то есть, что, зачем, в каком порядке вы будете делать. Ну, объяснить надо. То есть он должен быть подробным, его надо продумать. Поэтому надо почитать положение о конкурсе, рекомендации для экспертов. У нас оно прям лежит на сайте, его можно почитать, прям, чем руководствуются эксперты, когда выставляют оценку, оно в открытом доступе лежит. Вот там QR-коды, по которым можно сразу перейти в раздел, соответственно, эти документы себе скачать. Дальше вы идете и регистрируетесь в личном кабинете. Вся необходимая информация об условиях участия в конкурсах фонда доступна на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив. Анжела Кукоева, Альдина Чихоева, Заур Устаев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. На площадке Республиканской библиотеки имени Анахарсиса собрались представители сферы культуры республики. Программа образовательного интенсива включила в себя практические занятия по разработке проектной концепции, составлению сметы и написанию качественной заявки. Эльвира Тибилова с подробностями. Образовательный интенсив состоялся в конференц-зале Республиканской библиотеки имени Анахарсиса, собравший представителей культурной сферы республики. В программе практические занятия по разработке проектной концепции, составлению сметы и, самое главное, написанию качественной заявки, которая сможет заинтересовать. Заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Евгений Мурахвери провел первую сессию. Он привнес в мероприятие свои обширные знания и опыт в области культуры и финансирования, а также представил стратегию работы фонда и его задачи. Сегодня у нас фактически стартовала основная фаза обучающая. Мы хотели бы всех творческих людей, кто готов действительно потратить время, а это минимум 3 дня, для того, чтобы окунуться в увлекательное такое, так сказать, обучение написанию проектов для подачи на грантовый конкурс. Это очень важный момент, потому что если этой опцией, да, вообще это социокультурное проектирование чистой воды, потому что поддерживаем мы соцкультурные проекты, и вот если научиться вот эту опцию, да, в республике у каждого будет творческого человека понимание, что чтобы реализовать свой проект, я могу его оформить, заявку, предварительно разработать, все нюансы понимаю, как это делается, разработать и подать на конкурс, я могу, так сказать, поучаствовать в этом конкурсе и, ну, то есть, собственно говоря, в случае успешного его как бы подтверждения, одобрения, получить на реализацию эти деньги. Интенсив собрал представителей различных культурных учреждений, творческих коллективов и индивидуальных авторов республики. Все они заинтересованы в получении грантов и финансирования на реализацию культурных и образовательных проектов. Своим опытом со слушателями делились сотрудники проектного офиса. Мы сделали больше программу, чем мы обычно делаем так по регионам Российской Федерации. Вот. И это связано с тем, что здесь просто это впервые. А здесь стоит задача не просто еще научить, а придать вот позитив уверенности, что это несложно, с этим можно поработать, можно этому научиться. Мы хотели бы вот так вот глаза в глаза с людьми посидеть, чтобы они начали нам тоже доверять. Немножко сошла вот эта история о том, что пафосность фонда, что это доступно людям.
Участники получили знания о принципах подачи заявок, критериях оценки проектов и возможностях, предоставляемых фондом. Евгений Мурахвери также обозначил, что у авторов есть уникальная возможность предоставить проекты на конкурс, так как более 90% жителей республики являются гражданами России. Хороший, сильный проект – это основная история успешного проекта. То есть у нас нет ни распределений сумм по регионам, у нас нет какого-то приоритета кому-то. Единственный приоритет – это хороший проект, который оценивают эксперты, ставят баллы по 10 критериям. И, то есть вот это вот максимальное количество баллов, копилка баллов, вот это, который собирает заявитель, она является для него основным ориентиром. Старт конкурса на 2026 год запланирован на середину октября и продлится до первых чисел декабря. Эльвира Тибилова, Аида Кочева, Зарема Марсоева. Информационный выпуск сегодня. Председатель президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов посетил арт-пространство «Южный портал». Это площадка, где проводятся выставки, мастер-классы, концерты и лекции, направленные на развитие современного искусства в республике. На сегодняшний день руководство «Южного портала» ожидает решения о выделении гранта. Подробности далее. Президент Фонда культурных инициатив с рабочим визитом посетил современное арт-пространство. Цель визита – оценка потенциала местных культурных проектов и поддержка творческих инициатив молодежи. Южный портал – это площадка, объединяющая художников, музыкантов и других деятелей искусства. В рамках выделения грантов из президентского фонда руководитель арт-пространства Куста Джиоте подал заявку на получение финансирования. По его словам, в этом здании они уже больше 7 лет своими силами не раз проводили косметический ремонт. С сентября здесь регулярно проводят различные мероприятия. В начале сентября этого года мы работали с перерывами, работали примерно по полгода в год. У нас бывал небольшой концертный сезон. С сентября мы решили попробовать работать в постоянном режиме. У нас такой небольшой ремонт прошел своими силами, открыли новый концертный сезон, подались на грант. Южный портал – это не просто галерея, а настоящий творческий хаб, где традиции встречаются с авангардом. Здесь проводятся выставки, мастер-классы, концерты и лекции, направленные на развитие и популяризацию современного искусства в республике. Также, по словам Куста Джиоте, они первые, кто привозил сюда коллективы традиционной и посттрадиционной музыки из Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Москвы и других городов России. С Северной Осетии, из ближайших регионов, наверное, привезли всех, кого можно уже. Со всеми дружим, со всеми общаемся, все к нам ездили так по-дружески, по-братски, скажем. Значит, получается, что мы первые привозили сюда очень много коллективов традиционной и посттрадиционной музыки из Адыгеи, из Кабардино-Балкарии, ребята из Москвы. Владикавказские коллективы практически все у нас побывали. От традиционной музыки до альтернативной. Ребята, исполняющие классическую музыку из Питерской консерватории у нас выступали. Также, на нашей базе, на нашей площадке мы провели первый стрит-арт-фестиваль. Мы провели 2 стрит-арт-фестиваля, привозили художников из Москвы, из Владикавказа. Если получится с грантом все у нас, то у нас там также расписывают стрит-арт-фестиваль тоже. В настоящее время руководство Южного портала ожидает решения о выделении гранта, который позволит расширить масштабы деятельности и реализовать новые амбициозные проекты. Визит главы фонда подчеркивает стратегический курс на укрепление культурных связей и выявление талантов. Развитие таких центров становится точкой роста для всей культурной жизни республики. Яна Плиева, Оксана Джоева, Фатима Чочиева. Информационный выпуск сегодня. В селе Орчусан Лениногорского района приступили к ремонтным работам Дома культуры. Объект, построенный еще в 80-х годах прошлого века, служит центром общественной жизни села. Принято решение о проведении ремонта. Первый этап – удаление старого покрытия стен и подготовка стен к финишной покраске. Анжела Кокоева продолжит тему.
Дом культуры в селе Орчусан Лениногорского района, построенный еще в 80-х годах прошлого века, является неотъемлемой частью культурной жизни местного населения. В течение многих лет здание служило и продолжает служить центром общественной жизни села. В начале текущего месяца руководство районной администрации приняло решение о проведении капитального ремонта внешней отделки здания. На первоначальном этапе работ было полностью удалено старое покрытие стен. Мастера тщательно выровняли все неровности, подготавливая стены к финишной покраске. В настоящее время строители активно занимаются покраской фасада, придавая зданию свежий и обновленный облик. Однако работы по благоустройству Дома культуры не ограничиваются одной покраской. В планах строителей также привести в порядок лестницы, состояние которых давно требует реставрационных работ. Сельский дом культуры – это не просто здание, а душа и сердце Орчусана, место, объединяющее людей всех возрастов и интересов, отмечают жители. Тренажерный зал, теннисайдерді қозын бойын, культура мадақтыдарды, кафе, сахар кәрін. Әсентісі қалажаған бұздың. После завершения всех ремонтных работ Дом культуры будет радовать жителей села своим обновленным видом еще долгие годы, продолжая служить центром общественной и культурной жизни Орчусана, отметил глава администрации Лениногорского района Муртаз Валиев. Анжела Кукоева, Гайда Кочева, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. Югостинская команда завоевала призовое место на международной зорнице. Ребята соревновались со сверстниками из разных стран. Их успех – это символ растущего поколения, сильного духом и целеустремленного. Вернувшись с медалью, они привезли с собой славу для своей малой родины. Агунда Губозова расскажет подробности. Призеров военно-патриотической игры встречают с большим почетом во дворе родной школы. Участники, проявившие смелость, настоящий командный дух и патриотизм, смогли привести на родину почетное 3-е место. Это событие стало настоящим праздником для всей школы. Команда из Южной Осетии завоевала бронзу на международной зорнице. Яркая победа и радостное возвращение домой. Встретили ребят по традиции 3 пирогами и чашей пива. Ройстат, эштер хижинот. Вырасыза халерте кобинот, эштер коттагу. Сазар да толка мадасте ройгунд. Чия бозуно, умен нож ройгунд тарджинат чаган, умен ма ира таллонда сахировдетеч. Оружина кайторай, нож дара шеран бомбира. Встречая триумфаторов, педагоги отметили достижения ребят, которые показали отличные результаты в различных испытаниях, подчеркнув, что все эти дни коллектив не знал ни сна, ни покоя. Ни сна, ни отдыха у нас не было. Мы тут, наверное, больше страдали и переживали. Огромное вам всем спасибо. Особо хочу выделить неосетиноязычных наших ребят. Когда Шамиль крикнул «Иракта Розна», всем вам огромное спасибо. Прямо, я такую гордость, наверное, никогда в жизни не испытывал. На мероприятие пришли сотрудники Министерства обороны и чрезвычайных ситуаций, которые оказали большую помощь в боевой подготовке ребят. В числе почетных гостей детский омбудсмен Аэлита Джиоева. Горжусь нашими ребятами, именно на таких мероприятиях в условиях соревнований проявляется истинная ценность дружбы, подчеркнула Джиоева. Ребята показали очень достойный высокий уровень. Среди этих ребятушек есть и девочки, и мальчики, которые показали сплоченность. Это самое главное. И за короткий период подготовки смогли показать такой уровень, что они получили 3-е зачетное место среди команд. Их 90 команд, заметьте, то есть со всех субъектов Российской Федерации. И пригласили также Белоруссию, Абхазию и Южную Осетию. И среди армии, среди 3, они победили и получили тоже призовое место, 3-е место. И это, естественно, для Южной Осетии большая такая гордость. И я хочу выразить огромную благодарность родителям, естественно, директору школы, уважаемому Мадине Зауровне Бестаева и всему коллективу. Спасибо педагогу, наставнику Качмазову Ибрагиму, который был с начала до конца вместе с ними, поддерживал их, помогал. В свою очередь, учащиеся 3-й средней школы подготовили своим товарищам небольшую праздничную программу, в ходе которой прозвучали патриотические песни, а также национальные танцы.
На протяжении 10 дней наши ребята соревновались со сверстниками из разных стран в строевой подготовке, сборке, разборке автомата, оказании первой медицинской помощи, знании истории и военно-прикладных видах спорта. Все состязания проходили в условиях, максимально приближенных к настоящим военным действиям. Несмотря на жесткую конкуренцию, команда из нашей республики показала прекрасные результаты, сплоченность и волю к победе. На этой игре мы представляли команду из Южной Осетии. Наша команда называлась «Победа». В игре «Зорница» было более 90 команд, 960 человек. Наша команда очень хорошо показала себя в личных состязаниях. Каждый из нас занял призовые места, и поэтому наша команда заняла 3-е место. Сами школьники переполнены эмоциями. Было непросто, но мы поддерживали друг друга и боролись до конца. Делиться впечатлениями Сослан Битиев. Стоять на пьедестале и видеть флаг нашей республики – это незабываемое чувство. Знайдем, надеюсь, охотар на Джахфаку, Штырбузник на Министерство образования, Штырбузник Мадина Зауровна, Штырбузник Олкай Нодмафедан. Этот турнир проверил не только физическую подготовку ребят, но и интеллект, командный дух, умение действовать в сложных ситуациях. Uudam rotach informacja Raisin no wstałam zadanie. Chciałem wyciągnąć Raisami na fandy. Oj, tego Raisova тынкишдар. Наши ребята доказали, что они достойная смена, наследники славных боевых традиций своего народа. Агунда Губозова, Заур Устаев, информационный выпуск сегодня. С целью поддержать подрастающее поколение и провести мастер-класс для юных дзюдоистов в республику прибыл титулованный спортсмен Тамерлан Тменов. Поддержка детского спорта на местах – ключ к воспитанию новых чемпионов. Тменов высоко оценил потенциал знаурских спортсменов. В Знаурском районе настоящий праздник спорта. С визитом сюда прибыл легенда российского дзюдо, призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы Тамерлан Тменов. Цель визита – поддержать подрастающее поколение и лично провести мастер-класс для юных дзюдоистов. Именитый титулованный спортсмен поделился бесценным опытом, отметив, что у нас прекрасные дети, и мы обязаны воспитывать их правильно. Кувырок, вот. Ваша позиция, вот. Рука. На бок, ноги вот так. Президент Федерации по дзюдо Инал Габараев поблагодарил легендарного спортсмена за такой мастер-класс и отметил, что в дальнейшем полученный опыт, несомненно, пригодится детям. Rămas nașul mostări closai nafala până juh farsăm boi de interes cană codeste Roberta Cotriuco cană сентестета sa Roberta Юлдер в курсе Roberta. Тамерлан – один из величайших дзюдоистов мира. Спортивную карьеру завершил в 2010 году, но спорт не оставил. Сейчас он тренирует юных дзюдоистов и передает свои знания подрастающему поколению. Тамерлан Тменов отметил, что он рад всегда поддержать спортсменов, которые стремятся работать над собой и добиваться успехов, чтобы в дальнейшем становиться чемпионами. Вас спросил, я говорю, если что, можно я приеду и проведу мастер-класс вместе с детьми, потому что посмотрим, как они ежегодно развиваются, как они тренируются. Наши и ваши, они для меня все одинаковые, это наши дети. В Осетии что хорошо, что в Осетии материал очень хороший, из которого можно лепить чемпионов. И разницы нету, в принципе, что северное, южное, это мы один народ, и для того, чтобы готовить чемпионов, у нас есть и тренера, у нас есть и навыки, у нас есть и знания. Родители юных спортсменов выразили благодарность олимпийскому чемпиону за проведенный мастер-класс.
Buznek zeggen tamirlan tminavan nesevalettanen tingjabach bolakot kutta tingjabach trenirovka sen ravdesta mesela mainster buznek zeggen tingjabach пассиведнам кумалкане. Встреча с кумиром для ребят стала огромным событием. Тменов не только показал ключевые приемы, но и уделил внимание каждому, исправил ошибки и поделился секретами мастерства. Алена Утаева, Заур Устаев, Зарим Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 22, ночью плюс 13. В Цавском районе днем плюс 21, ночью 13 градусов тепла. В Куратик-Вайса днем плюс 20, ночью плюс 11. В Лениногорском районе днем плюс 23, ночью плюс 15. В столице республики, в Цхинвале, днем 22 градуса тепла, ночью плюс 15. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Чуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.